по производительной говоримости мы сейчас разрабатываем некое предложение по совместному проекту. По-видимому, мы будем вместе делать это очень важное федеральное значение проекта, касающихся того, что происходит того, что происходило и происходит с русскоязычными деятельными сообществом в России, в Государственном Союзе и вообще в мире. И, конечно, наиболее важный проект здесь это будет создание академической истории русскоязычного еврейства в 20-20 веке. И вот здесь Иран, то, что у нас есть, в Урале будет выполнять роль некой научной головы, вот, а ЕРО как единственная государственная структура очень важна, в названии которой есть слово еврейское, будет очень помогать этому проекту и участвовать во всех отношениях. Теперь, разумеется, очень важная часть этой истории русскоязычного еврейства это то, что происходило и происходит вот этой вот части еврейства в отношении с идиш-культурой. То есть, что происходило и происходит с идиш-культурой в 20 и 21 веке сейчас. Ну вот один из главных специалистов сейчас по идиш-культуре в настоящее время на территории бывшего Советского Союза. Это, по-видимому, Георгий Матвеевич присутствующий здесь. Вот. Так, что он готов сказать. Сегодня я бы хотел рассказать о двух разных темах, но вначале немного напомнить об истории идиша, когда осуществится презентацию организации Москва. Здесь я ставлю звук, выбираете, что делаешь. Москва поддерживается. Нет, вот у нас справа, нет, это не так, вот она справа, сильнее, теперь желтая. Справа, вот желтая, написано Москва, ПТШ. Я бы хотел напомнить вначале и развеять некоторые недоразумения, которые существуют относительно языка идиш. Существует такое представление, во-первых, что якобы это язык, который когда-то бытовал, мы все знаем, классика журнализма, который вошел в канон советской литературы бытового в 19 веке, в 20 веке, потом был уничтожен фактически, вот этот язык вымирающий, умерший и так далее. Второе заблуждение, существующее вокруг идиша, то, что это язык совсем молодой, вот ассоциируется с концом середины 19 века, началом 20-го. Перед вами страница рукописи 1384 года, написанная на раннем идише, которая наглядно демонстрирует то, что этот язык, в общем, возник далеко не вчера. Если следующую, давайте вторую страницу посмотрим. Вторая страница. Выше можно подвинуть? Выше. Вот, смотрите. Если сравнить с историей других европейских языков, следующая страница. Вот так, вот смотрите, это ранее 1300, рукопись датирована 1384 годом. Если более ранние тексты на идише 13 века, коротенькие, из которых мы видим, что в истории
европейских языков, в общем, это занимает вполне почетное место. Можно дальше перелистнуть следующую, вторую страницу? Вторую. Следующую. Вот смотрите, если мы сравним историю русской литературы, повесть временных лет это 12 век, песни о Нибелунгах это 12-13 век, надгробная речь и молитва на старинном венгерском языке тоже 12 век, старшая и младшая Эдда, исламская мифология 13 и 14 век, вот, пожалуйста, это самая кембриджская рукопись, написанная на идише. Божественная комедия Данте тоже 14 век. Шмуэлбух, Млохенбух, эпические произведения на библейскую тему на идише, это тоже 14, может быть, с 14 до 16 века написано. Старейший текст по-румынски, письмо Боярина Някша, 16 век, псалтырь Франциска Скорина, начало, которое считается началом белорусской литературы, 16 век. То есть, в общем, идиш вполне занимает почетное место среди других языков Европы. Язык этот достаточно древний, наследие его многогранное и многовековое. И сегодня так случилось, что язык этот вовсе не исчезает, но произошел из-за нацистского геноцида в годы Второй мировой войны и массовой ассимиляции, произошел разрыв между массовым носителем языка, а сегодня это хасидские общины, сосредоточенные в Северной Америке и в Западной Европе, и то, что мы подразумеваем под высокой культурой, вокруг которой создавалась еврейская автономная область со столицей в Биробиджане. То есть театр, поэзия, проза, как бы это высокая культура, которую мы знаем по Шолому Алейхему, по Ицхаку Башару Зузимпору и другим писателям, поэтам. Она находится в разрыве с массовым читателем. Тем не менее, в Нью-Йорке, где я прожил почти 20 лет, и жил как раз в общинах, где все мало и велико говорят на идише, можно встретить молодых людей сегодня, которые плохо знают английский, и их родной язык исключительно идиш, это не редкость. Я жил в таких общинах и хотел бы вам рассказать о том, что они собой представляют. Крупнейшая хасидская община, которая говорит сегодня на идише, говорит принципиально, считает это заповедью, потому что древнееврейский язык молитв считается непригодным в этой среде бытовой речи, а евреи должны говорить на своем языке, это идиш. Это садновские хасиды, числом примерно 300 тысяч человек, сосредоточенные в районе Нью-Йорка, Бруклин и Вильямсбург, в пригородах Нью-Йорка, Монсе и Керрис-Юэлл, в некоторых районах Квинса, в районе Стэнфорд-Хилл в Лондоне и некоторых других городах Европы. Кроме этого, есть и другие общины поменьше, в общей сложности около примерно полмиллиона хасидов, говорят сегодня активно на идише, говорят дома с детьми, дети подрастают с родным языком, который остается идишем, но тем не менее у языка есть особенности, которые могут удивить тех, кто изучал идиш, литературный идиш в университете. Во-первых, он основан на так называемом центральном диалекте, причем переходном варианте центрального диалекта. Это диалект Австро-Венгерской империи с элементами западного идиша, то есть который когда-то бытовал в Германии, и с довольно большим количеством немецких слов, которые в литературном идише стараются избегать, так называемые дичмерения. И поскольку все это происходит сегодня в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, конечно же, очень много англицизмов. Что делает этот диалект современных хасидов, для некоторых непонятно, для необычно. Например, если бы в литературном языке говорю, я понимаю Форштейн, то у хасидов звучит Форштайн. Характерное для центрального диалекта идиша айканье, уханье, конечно же, то есть не игзок, я говорю, а игзу,
Изу, Казахстан, да, я говорю, что я понимаю. Иркай, я иду. Их вайс, я знаю. То есть вот это вот айканье, уканье, к которому нужно привыкнуть, если вы хотите ознакомиться с этим диалектом. Очень много фраз и выражений из древнееврейского и из арамейского, потому что все-таки это община религиозная, где талмудические выражения на слуху у всех, которые тоже могут быть препятствием для тех, кто изучал исключительно литературный идиш. Тем не менее, в Нью-Йорке даже в автоматах, где можно купить карточку для проезда в метро, в тех местах, где массово говорят на идише, в тех кварталах, можно выбрать интерфейс в автомате для покупки карточки на идише. То есть в каких-то местах китайский, испанский почти везде, на Брайтоне, здесь русский, а в Вильнюсбурге в метро идиш. То есть язык настолько распространенный, это один из самых распространенных языков, которые можно услышать на улице Нью-Йорка. То есть такой же обычный, обыкновенный, как китайский или испанский. Вот. Но мы сейчас посмотрим, как это выглядит. Вот, это один из одна из крупнейших сатмарских газет называется «Дерит», «Еврей». Обратите внимание, как пишется слово «ид» через «алеф». В литературном языке слово «ид» «еврей» пишется через два юда и «алеф». То есть есть особенности некоторой орфографии. Некоторые особенности орфографии есть характерные для этого диалекта. Газета «Дерит» за последние лет 20 разрослась в целую франшизу журналов, приложений, всяких разных дополнительных материалов. Есть дополнительные журналы для женщин, для детей, новостные, всякие разные. Вот смотрите, это вот одно из приложений. Давайте еще перелистнем, посмотрим другие. Вот есть такое приложение, посвященное Кигила Субмойздас, то есть религиозным организациям и общинам, всякие разные общинные новости. Давайте дальше перелистнем. Фамилия, значит, это семейный журнал для семейного чтения, из той же самой франшизы Дерби. А дальше детское приложение, да, идола, то есть как бы для маленьких евреев. Дальше. Есть сайт, есть несколько даже сайтов в интернете. В принципе, была какое-то время активная борьба в силу консервативности этих общин против интернета, но, в общем, популярность интернета победила, сайт существует. И давайте посмотрим пример текста на хасидском идише современном. История о том, как, значит, Трамп, огласовок, обратите внимание, нет, потому что в самой газете «Дерит» кома цалов прописывается, чтобы мы знали, где О и где А, но в интернете и даже в печатных изданиях зачастую игнорируются. То есть рассчитаны они на тех, кто и так сообразят, без огласовок, что мы читаем Трамп, кто такой Трамп, мы знаем, Иран гешпрехен зайнен телефониш. В литературном идише мы бы написали дефис, значит, в переговорах с Ираном проводятся по телефону, да, Иран гешпрехен. Но, опять же, есть особенности этого диалекта. В сложных существительных подобного рода дефис часто пропускается. Вашингтон, президент Трамп, вот, я прочитаю с тем акцентом, как сами хасиды говорят. Президент Трамп, Лех Гизукт, Радлашлусен, мэр nicht zu schicken, kein Amerikaner Diplomaten, kein Pakistan, verschulen gesprochen, und es entsteht, sondern die Verhandlungen vorkommen telefonisch. Ob sei Willen können wir reden, aber wir gehen nicht schicken Menschen zu Травлен, обратите внимание, что такое травлен, это, конечно, от английского travel, путешествие. Вот мы видим английский. Акцент Schuh, sich zu treffen, Trump hat sie geliked, als die Iraner mit Lehnen, wir verhandeln jetzt, sehen, sei,
форштендинга. То есть, в общем, мы видим новость про Иран, она, конечно, переведена с английского, ничего как бы тут оригинального нету. Но видим, что англицизма есть, тем не менее, за последние примерно 20 лет я наблюдаю, что их становится меньше и меньше. В общем, и хасидский идиш нормализуется и становится более чистым, более чистым под влиянием явно-светских изданий, в частности газеты «Форвардс» и, возможно, Биробиджана Штерна, потому что, в общем, те, кто пишет в хасидских газетах, стараются избегать излишних американизмов. Поэтому вот в этом тексте, несмотря на необычную орфографию, на диалект, мы видим, в общем-то, только один, правда. Давайте еще перенесем. Еще одна новость, смотрите, Аза Сити, значит, новость про Газу, абсолютно нейтральная, списанная тоже с американских новостей, Аза Сити, да, город Газа, Сити. Инштадт Аза, Айнштут и Газа, то есть один город в секторе Газа, от Адора Гефир, локальный балан, Ценашный Мул, Национальный Юр, Гусузгевейн, Верстен, Символа, Шанрот, Эрлой, Палестина, Ойсте, Дрикен, Зайер, Вилн, Фатойш и да, территория. В общем, смотрите, опять же, американизма у нас тут есть в конце. Просто читаем предпоследние строчки. Бакимен, Генерстштимен, Занагеран, Independence. Если мы сравним это с той же газетой Дерейт 30-летней давности, на самом деле язык выровнялся и стал гораздо лучше, что, в общем, показывает о том, что контакты между светскими идишистами происходят. Я сам этом был стану свидетелем, когда работал в газете «Форвардс» светской. Один из сотрудников у нас был человек по имени Мойши Ида Дайч, сармовский хасид, который параллельно работал в Дерейт и вносил корректуру в свою газету, и в частности оттуда убирал американизмы и по возможности вставлял исконные слова из лексикона литературного идиша. То есть, в общем, язык живет, на нем публикуется литература, на нем говорят сотни тысяч хасидов. Давайте еще переведем. Это форум, называется Креймл, то есть лавочка, на котором публикуются и стихи, и обсуждаются на любительском уровне новости науки и техники. В общем, это живой форум, на котором можно увидеть образцы современного хасидского идиша. Тоже мы видим разные стили, у некоторых огромное количество англицизмов, у некоторых минимум. То есть есть как бы разные регистры этого хасидского идиша. Более народные, скажем так, более популярные регистры, это когда люди говорят как хотят и вставляют всякие разные выражения на английском. Есть более чистый стиль, на котором публикуются газеты и книги. Книги – это помимо всякого рода нравоучительной литературы бульварные романы, в которых исключены такие темы, как эротика и вольнодумие, но, тем не менее, сюжеты бывают достаточно остросюжетные, детективные, про каких-то команды, про полицию, про работу следователей, ФБР и тому подобное. То есть, в общем, очень, конечно, не самая высокая литература, тем не менее, своя светская литература нет. Давайте дальше еще посмотрим. Это сайт, называется Идиш24, на котором стоят подкасты, аудиозаписи всяких разных бесед на хасидском идише, на всякие разные темы, новости бизнеса, новости американской местной политики, новости общин, какие-то рассуждения о доме, о семье и другие темы. И это прекрасный ресурс для тех, кто хочет знакомиться с тем, как звучит современный хасидский идиш. Там огромное количество материала. То есть каждый день, ну, кроме, конечно, субботы, постят вот эти вот подкасты, иногда длинные, там по часу, по два. Если кому-то интересно изучать этот диалект, понимать его, в общем, это прекрасный ресурс. Давайте дальше посмотрим.
Если спросить у искусственного интеллекта, я написал по-английски, потому что в общем, большинство информации, естественно, на эту тему по-английски, поскольку дело происходит в англоязычных странах. Что думает искусственный интеллект про саатмарский идиш? В общем, правильно все написано, хотя еще можно кое-что добавить. Основные характеристики – это основной язык преподавания в школах этого хасидского направления и исключительный язык основных публикаций, таких как Дерит. На самом деле, помимо Дерит есть еще Дерблат, Децайтон и еще дюжина других изданий, но Дерит издается десятками тысяч экземпляров, которые рассылаются по почте, продаются в киосках по всему Бруклину. То есть это, в общем, огромная такая газета с большим, реально большим тиражом. И она толстая, там в каждом номере, она выходит раз в неделю, более 100 страниц. До 150. Смотрю. Когда я уезжал из Америки в 2017 году, там было уже где-то 130 страниц в среднем, сейчас она еще и выросла. То есть журнал практически, хотя выглядит как газета. Лингвистическая особенности, большое количество английских заимствований, например, текст реформ, car и тому подобное. Дальше, следующая страница. Я тут добавил некоторый момент. Есть грамматический род, хасидском идише гуляет и имеет тенденцию вообще исчезать и нарушаться под влиянием, конечно, английского языка, которым грамматический род существительных не существует. Религиозное значение. Считается, что идиш позволяет себя сохранять как общину, ограждаться от внешнего модернистского влияния, но к этому можно добавить, что для хасидов идиш по-своему святой язык. Хотя древнееврейский классический язык молитвы тоже святой, понятное дело, но идиш святой, потому что освященный поколениями, освященный святыми людьми, которые знаменитыми царями хасидскими, которые говорили на этом языке, то есть в нем есть определенная сакральность. Это не простой язык, это язык предков, это язык погибших во время нацистского геноцида, ложным дойшем, как говорят, душным дойшем. Язык мучеников, язык святых, то есть язык, к которому относятся очень бережно, несмотря на изобилие англицизма. И, как, в общем, совершенно правильно искусственный интеллект подсказывает, этот язык проявляет тенденцию роста и в 21 веке станет ведущим, доминирующим вариантом идиша. Видимо, так оно и будет, потому что мы это видим. Для этого даже искусственный интеллект это уже понимает. Это видно просто по количеству носителей, потому что мы видим в интернете, если посмотреть, кто реально на идише общается, конечно, это носитель. Прежде всего. Дальше перейдем. Дальше это начало. Дальше перейдем в следующую страницу. У нас дальше. Это последнее. Дальше. Здесь, Юля, здесь это последняя страница. Как? Здесь 16 всего. Нет, мы все 16 не посмотрели еще. Ну, да, там еще были. Все, да. Вот. Смотрите, это просто пример общины, как мы видим, немалый, но и не самый большой, где все от мала до велика говорят на идише. То есть это реальное огромное число людей. 300 тысяч человек, если мы говорим только о саатмарских хасидах, это сравнимо с населением, например, Исландии, Мальты. То есть есть целый ряд европейских языков, которые, в общем, с таким же количеством носителей или сравнимым. Никто не считает эти языки умирающими, исчезающими, и более того, нигде в Европе мы не найдем такого роста населения, которое говорит о каком-либо
языке, в то время как количество хасидов, благодаря большому числу детей в семье, растет. За те годы, которые я прожил в Штатах, я просто видел на глазах, что появляются новые кварталы, новые улицы, новые даже городки, пригороды Нью-Йорка, где все молодые как родная. То есть язык жив. Еще там была пара фотографий, но это просто иллюстрации того, как выглядят на практике эти общины. Вот, например, вы смотрите, Сахарские новости, толпа людей, тут даже не пересчитать сколько. А ТИШ, так называемые собрания, значит, хасидов Ураби, ну, это не Сатмар, это какая-то другая группа, потому что это относительно маленькая группа. Здесь мы не видим десятков и сотен тысяч человек. Как вы назвали? Тиш? ТИШ, да, стол. Стол. Значит, стол, так называют собрания хасидов у Рэбби, где, значит, Рэбби произносит, там, раздает, как бы, благословленные им рыбу, кусочки халы, хлеба, произносит какую-то, значит, мистического содержания, как правило, проповедь. Называется это ТИШ, то есть стол. Это то, что у хаббатников под брендом. У хаббатников это называется подбрейгель. Дело в том, что хаббат вообще стоит особняком от всего этого, потому что именно из всех хасидских общин в мире процент активных носителей идиша среди хаббатников самый низкий. Если пройтись по улицам Манхэттена, мирового центра хаббата, который в Бруклине, идиш там почти не слышно. В отличие от Барапарка и Веренбурга, где просто вот народ говорит на идише массово и, ну, разница очень четко видна. У хаббатников много что по-другому называется, это отдельная история. Мы в данном случае говорим о хасидах преимущественно австро-венгерского происхождения. Вот, по-моему, там была еще одна фотография, давайте посмотрим. Ну вот еще один пример. То есть мы видим, что речь идет об огромных количествах людей, массах, о том, что язык жив. То есть стереотип об умирающем языке, о том, что вот это язык молодой, и который к тому же еще и умер, вот так вот немножко пожил, ушел Марейхем, успел на нем написать там, значит, свое произведение, Зингер успел написать, и вот вдруг он исчез, это полная ерунда. Язык старый, такой же, в общем, старый, как другие языки Европы, язык живой, язык процветающий, потому что количество носителей растет по данный момент по геометрической прогрессии из-за огромного количества, из огромных семей. Но существует разрыв между вот таким вот идишем, массовым, разговорным и тем, вокруг которого создавалась еврейская автономия. Тем не менее, давайте попробуем, послушаем примеры того, как современные хасиды или бывшие хасиды поют. Это достаточно интересно. Их Молзайна Рэбби, значит, давайте включим этот файл. Звук можно как-то включить? Почему-то здесь вот нет. Не получается? Видео вроде бы запускается. Сейчас не получится. Не получается, да? Сейчас пригласить кого-нибудь. Ну, значит, если не получится, я расскажу. Я привожу 3 примера современных песен, где мы видим влияние и рок-музыки, и рэпа на современное хасидское творчество, из чего следует, что, в общем, хасиды не совсем изолированы от внешнего мира, на самом деле избирательно много чего заимствуют и по-своему переделывают. Есть песни на чистом идише, например, бывшая сатмарская девушка, которая ушла из религиозной общины, Рики Ройс, стала рок-певицей, которая сама сочиняет и музыку, и песни, идиш у нее венгерский, конечно.
классический, но она избегает специальных англицизмов или применяет их тогда, когда они, в общем, дают какой-то стилистический эффект. Есть, наоборот, вот песни Хозайна Рэбе, «Я хочу стать Рэбе», песня юмористическая, сатирическая, где сами же хасиды высмеивают образ жизни некоторых Рэбе, которые ведут себя вот очень слишком богато, слишком шикарно живут. Там много американизмов, очень много, но они вставлены, в общем, ради юмористического эффекта. То есть их можно было бы избежать, авторы песни явно. И «Идолы в Америке», там буквально повторяется несколько слов о том, что «Идолы in Америке» Петшава, значит, евреи в Америке, храните Святую Субботу, в разных стилях, там чувствуется влияние рэпа и рока, и видна сцена, жаль, конечно, что мы не можем это послушать, значит, в этой песне видна сцена, где евреи работают на фабрике, что для хасидов тоже абсолютно нормально. В хасидских общинах нету такого стереотипа, что надо стараться получать какую-то, значит, заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью, быть врачом, адвокатом или кем-то в этом роде. Рабочие профессии у сатмарских хасидов активно представлены: грузчики, водители грузовиков, строители, электрики и так далее. Вот внимательно прислушивайтесь к этому песне. Elevators, смотрите, elevators, лифты, да? Значит, Рэбби хочет, чтобы его дом был с лифтами встроенными, elevators и walk, гулять. Юрий, извините, вот там у нас есть Борис, который хочет что-то сказать. Можно мы ему? Да, конечно. Борис, пожалуйста. Не можешь включить, он сам может включить. Борис, добрый день. Пожалуйста, включите у себя микрофон, и мы вот вас хотим услышать. Включил. Вы сейчас хотели что-то сказать, да? Нет, я просто слушаю. У меня было сообщение, что вы хотите выйти в эфир. Да, прошу прощения. Нет, это я случайно нажал. Хорошо, да. Хорошо, тогда продолжаем. Да, давайте еще немножко послушаем, мы обратим внимание еще на англицизмы, которые присущи этому диалекту. Emilia and Nick and Guy to läufen Seditions und schockeln noch Oranges und Eckenbischen. Schwitzen zu sein, wie der Rebbe Je wegen so fake war der Rebbe es gab es am Gott nach Rang, was gesamte Bande, der Rebbe ist besiegt, der Rebbe ist du vergesst. Ja, alle sitzen in der Scheine, man ist dann mit der Wurf zu fliegen, wie der Brot in Gieße, Geld im Griff, Scheine lassen dich nach Hause gehen. Ja, und alle sagen, größer Abunnen, was gibt Räume nun auf die Wapnunnen, hey, yeah, ich will sagen, hey, ich will sagen, ik ben daar ook dat jij de leden is afgereden, de leden is ziek. Het is afgereden. Nee, dat komt jij laat, is ook dus fijn met niet. Ik ben daar bij de Schammes te dragen, hoe om zo'n achterplaats. Vertragen is je geworden, nooit te de toast, we brengen aan het niet. Oh yeah! Ik ben daar schijnen, oh, dat vlies draagstokken met dat poel en de is dus dat. Wakken en naar koortje kicken, nog maar weg, ja, dat was cool. Oh, dat is cool. Ik wil even een visje zoeken, kan al waren, de laprijden niet, we moeten eigenlijk waren, dat je koezie anders. De
dreht man in Goldpool. Ja, und alle sitzen in der Schein in jedem Ballen, ist es wann mit der Haus zufrieden. Den darf man Eis zu man größten wie Schaff, der Buddha im Kicken auf der Lüde tragen, ja. Ja, jetzt alle sind uns an, größte Abunnen, morgen nur auf die Waffeln. Hey, yeah, ich will es an der Wette. Hey, 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 ich will es an der Wette. Wir kennen Schulen noch auf Längen, Kapellen und Greifen auf den Hagen. Das Heavy S wird wir so kennen, fliehen auf der fließenden Marschschuh. Wir war fancy cozy, clever looking men mit seinen Lights out in getting in the verschiedenen Zones, in getting going abo. Ich will ein graues Feld, so wie fest auf den Nase über den Städten, so wie wir alt in der Glas gefüllt, mit Packages durchsagen. Ich will sitzen in noch keine Billionen, das ich will, mit einer Liebe, was alle Kinder finden, wenn sie hier in ihren Schirm bei, der mit Hohen schlagen. Ja, und alle sind warten auf der Welt, Heil und Kirche machen Geld, wir dachten man, als es in der größten Krieg schafft, der Buckel und Kirchen auf der wilde Bagger. Ja, und alle sind an, größte Abundance, wollen wir nur auf die Bachlunen, hey, yeah. Ich will an der Wette. Hey, hey, ich will an der Wette. Ну, в общем, можно переключиться к следующую песенку. Давайте остановим. Если вы обратили внимание, тут, конечно, очень много англицизмов, и в живой речи современных нью-йоркских хасидов мы это слышим. То есть целые фразы, elevators, caretakers и тому подобное, встречается, тем не менее, в общем, никакого сомнения нет в том, что это идиш, а не какой-то другой. Давайте послушаем песню «Итан in Америке». Там текст простейший, но зато видно влияние современной американской музыки на хасидские общины. То есть мы видим, что, в общем, они живут не в изоляции, а интересуются современной популярной американской музыкой и ее адаптированием. «Итан in Америке». Можно включить следующую? Дело в том, что тут, по-моему, та же самая песня, как раз второй файл, в котором не было слышно звука. «Итан in Америке», там тоже без звука. Где же он? Да, смотри у себя. Они не за это. Там, значит, был большой файл, который не удалось. Он слишком большой. Сейчас мы его включим, просто, может быть, его не удастся, или получится. Да. Нет, это не первый, второй. И теперь нужно, чтобы было слышно его тоже. Онлайн. Когда переключаться. Надо общий показ сделать. Тогда останавливаешь, что ли? Сейчас, извините, мы прервались, чтобы переключиться, чтобы онлайн тоже было видно. in America, he travels
Обратите внимание, слова там повторяющиеся, максимально примитивные, изданы в Америке, хит шаббас, ватагизм. Значит, евреи в Америке соблюдается суббота, будет вам хорошо. Мы видим сцену, значит, что какие-то молодые люди отказываются работать в субботу, им босс выдает справку о том, что они уволены, и они веселятся этому, значит, продолжают жить там своей жизнью. То есть вот песня очень простая, но показывает то, как современные хасиды, несмотря на внешнюю изоляцию, живут, конечно, в американской культуре. Все, что вы видели, вот эти сцены, они абсолютно американские.
чувствуется влияние, это, конечно, не клезморская музыка, не какая-то там старая местечковая музыка, но американский рок-н-ролл. То есть вот такое вот парадоксальное сочетание консерватизма и вовлеченности в американскую культуру. Третий пример, который стоит послушать, это талантливая певица, которая бывшая, сапморская, которая ушла из религиозной общины, Рики Ройс. Сейчас она поет, сочиняет свои песни и достаточно талантливая. Давайте включим Рики Ройс. Шлюп. Да, это именно продолжающееся на разные страны Ближнего Востока. Но не только. И это главное совмещение произошло. Вот и надо. Чего-то прерывается. I'm not sure if I learned it. I'm on your history, spinning down. Since shows, soll ich miteinander wird, mich anschließen, es wird, will sie. Ну, к сожалению, прерывается, можно, в общем, наверное, выключить. Но, как мы видим, это вполне американский легкий рок-н-ролл, тема бессонницы. Это бессонница как-то. И все равно. Нет, все равно, значит, что-то следило. Это что-то с кодеком. Юрий, а вы про израильские виды шанфана что скажете? Я скажу, значит, давайте просто... Шелки пестрелки шабахи, гуэль встыста, ты видишь тонуфи, помешан бегиста фалки. Значит, ну давайте прервемся, потому что, к сожалению, очень сильно много. Да, значит, вопрос, тут спросили про израильский идиш. В хасидских общинах, где говорят на идише в Израиле, это квартал Меашарим в Иерусалиме и город Бейт-Шемеш. Дело в том, что всякое песенное творчество, газеты, пресса и все прочее туда приходит из Америки. То есть, в общем, центром хасидского идиша, творчество, по крайней мере, на этом языке, является Нью-Йорк. Есть, конечно, кварталы, есть и в Нейбраке тоже хасиды, которые на идише говорят, но, в общем, ни одной газеты в Израиле и перед Великобританией, кстати, не печатается. И в Канаде тоже пресса на идише хасидская приходит из Нью-Йорка. То есть, де-факто,
центр современного хасидского идыша это не это. Слушайте, мы национализм, это французский язык. Нет, он, в общем, всякие разные общины, но доминирует тоже выходцы из Австро-Венгрии, то есть диалект такой же. Это, значит, там и маленькие всякие разные общины из Венгрии, есть, например, такая община Томасаран, которая тоже происходит из Венгрии. Диалект там такой же, он доминирует, литовский идиш слышим все реже и реже среди жителей Шарин, то есть, в общем, молодое поколение говорит уже на таком галицийско-венгерском. А в культурном плане, в общем, доминирует литература, диски музыкальные, до сих пор очень популярные аудиодиски среди хасидов, на производимые в Штатах. То есть, в общем, де-факто, конечно, центр, единственный фактически центр, где вот происходит какое-то культурное новшество, творчество, это Нью-Йорк. Юрий, извините, Да. пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а кто аудитория этой певицы? Аудитория этой певицы очень интересная. То есть, с одной стороны, она привлекла сразу же внимание светских идишистов, а с другой стороны, есть немалое количество, собственно, сатмарских хасидов, которые ее с удовольствием слушают, хотя считается, что она ушла из общины, и других хасидов, которые говорят на таком же идише, потому что хорошая певица. Многим нравится, хотя, в общем, официально консервативные общины не одобряют прослушивание творчества тех, которые ушел из общин. Де-факто, конечно, у нее есть большая аудитория, которая ее любит. И градации, поскольку речь идет об огромном числе людей, порядка полмиллиона носителей, градации как бы между соблюдением, полным вовлечением в общинную жизнь и соблюдением всех общинных норм, полного ухода из общины, неполного, каких-то, значит, вот себе на уме брожений между нормативной, как бы, общинной жизнью и какими-то там другими интересами есть множество. То есть, в общем, эти общины, они живут, развиваются по своим законам, и пересечение между американскими светскими идишистами происходит. Например, есть такой проект Идиш-фарм, Идиш-ферма, ну, ферма такая условная, там как бы занимается сельским хозяйством по мотиву кибуцев в маленьком городе Хэмптон, север от Нью-Йорка, и там как раз вместе собираются светские идишисты и хасиды, которых объединяет идиш. Такие проекты тоже есть. То есть, к чему я это все вам рассказываю? Как мы видим на этих примерах, идиш вполне себе живой язык, на котором говорят масса людей, несмотря на то, что отличается он, конечно, от восточноевропейского того идиша, который бытовал в историческом Идишланде, в Восточной Европе, как бы земля идиша отличается сильно. И культурная, как мы видим, атмосфера, конечно же, она насквозь американская. И тем не менее, идиш это живой, бурно развивающийся язык. Именно бурно, потому что, если учесть, что в семье в таких общинах по 8-10 детей, в общем, на моих глазах, как я уже сказал, появились новые целые кварталы, целые городки, пригороды, заселенные идишеязычными хасидами. Это, значит, к вопросу о том, живой язык идиш или нет. Конечно же, живой, конечно же, представлен вот такой вот публика, очень даже активно. Возникает вопрос, что же все-таки делать с разрывом между высокой культурой идиша и вот такой вот хасидской. Тут следует, в общем, наше внимание обратить к тем проектам, которые делаются в России. И Россия находится сегодня на одном из ведущих мест в плане сохранения и развития именно светского идиша. Я приведу несколько примеров. Тут уже это не презентация, просто буду показывать вживую. 2 года назад под руководством Марка Зельберквита, который здесь присутствовал, была издана вот такая вот книга Моисей Береговский «Очерки истории еврейской народной музыки». Это билингва, на идише и по-русски, издана в Москве.
Моисей Береговский был выдающимся исследователем еврейской народной музыки, который до сих пор считается крупнейшим. Ну, то есть вот такая вот книга, изданная на 2 языках, замечательно сделанная, выставлена в интернете, можно читать. Другой проект, совершенно потрясающий, я считаю, был сделан под руководством издателя Бориса Зайчика, тоже в Москве, напечатал издательство «Книжники», «Билингва», сборник современной поэзии на идише с русскими переводами, на идише называется «Херзахум», я возвращаюсь. Прекрасная обложка, половина по-русски, половина на идише. Уникальная вещь, аналога которой нету, кстати сказать, пока, по крайней мере, нету ни на каком другом языке. Вот такой вот двуязычной антологии с качественнейшими литературными переводами. Прекрасная вещь, изданная в Москве. В Петербурге регулярно издаются переводы с идиша. Занимается этим группа переводчиков, многие из которых участвуют в сборнике «Я возвращаюсь». Недавно, например, был опубликован сборник стихов Аврома Суцкого, одного из лучших еврейских поэтов, издательством Яромир Глазик в Питере. То есть это переводческая деятельность, в которой Питер из всех городов России, наверное, лидирует. Что же касается практического распространения текстов, новых текстов на идише, это Бердышев. Значит, есть ежегодно издается двухязычный альманах Биробиджан, тоже билингва, но это не параллельная билингва, там разные тексты. Некоторые из них действительно билингва, по-русски на идише параллельно, некоторые только на идише, некоторые только по-русски. Последний номер был посвящен 80-летию Победы, конечно, это 25-й год. Темы всякие разные, стихи поэтов, стихи погибших поэтов-фронтовиков, 23 поэтов, которые писали на идише, погибли в 1941-1943 году на фронтах Великой Отечественной войны. Это часть материалов, которые вошли вот в такую книжку, которая тоже вышла в Биробиджане, тоже билингва, называется «Вальтер Зинген Хойвик Занграм», продолжит петь его строка, на основе советского сборника «Делира», который вышел к 40-летию Победы в 1985 году, но тогда только на идише, в этот раз русскоязычный читатель может ознакомиться с этими стихами и в русском переводе биробиджанской поэтессы Аллы Кименко. Вот такая вот книжка. Тоже в Биробиджане вышел перевод, это мой перевод, целого номера журнала «Совети Штейнман» за апрель 1974 года, посвященного 40-летию еврейской автономной области. Там, конечно же, много материалов о Биробиджане. И это впервые вот это вот издание, которое стоит на сайте ЯО, можно с ним знакомиться онлайн, показывает широкому русскоязычному читателю, что этот самый журнал «Совети Штейнман», несмотря на такое вот пафосное название «Советская Родина», представлял собой не какой-то агент, а очень хороший, качественный литературно-художественный журнал, где опубликовали замечательные рассказы, стихи и картины. Многие люди покупали, я это слышал не раз, покупали «Совети Штейнман», не зная идиша, только ради иллюстрации, потому что иллюстрации там были шикарные. Вот впервые широкий русский читатель сможет посмотреть, как выглядел этот журнал. То есть вот это примеры, это наиболее интересные примеры, наверное, книжных проектов, которые в России осуществляются вокруг идиша, за последнее время осуществились. Но следует отметить, что интерес к языку растет в неожиданных местах. В частности, уже несколько лет подряд мне приходят вопросы насчет консультаций от певиц и певцов Нижегородского театра оперы и балета, где поют, вот уже стала традиция, поют песни на идише, казалось бы, при чем тут
какое отношение идиш имеет к Нижнему Новгороду, который не входил в черту оседлости. Началось это с юбилея, с годовщины, я, честно говоря, не помню рождения или смерти композитора Александра Крейна, известного, который писал музыку для песен на идише. Он был уроженцем Нижнего Новгорода. И вот с этой связки, хотя, в общем, большого количества носителей идиша в Нижнем Новгороде до революции не было, возникли проекты, и там поют в театре оперы и балета поют песни на идише. В этом году, 22 июня, на мемориальном концерте, был исполнен на идише, значит, исполняла сопрано Анастасия Джилас, 17-й опус Мойши или Вячеслава Вайнберга на стихи Самуила Шмуила Галкина, которые я отредактировал в современной орфографии идиша и сделал литературный перевод на русский впервые. Но хотя одно из них было переведено, есть советский перевод, но он очень вольный, я сделал точный перевод по смыслу. То есть, в общем, возникают вот какие-то проекты, возникает интерес к идишу в самых неожиданных местах. Мне недавно, за последние несколько недель, приходили вопросы из разных городов Сибири, Урала, люди интересуются, вот тот язык идиш, там они что-то слышали, где-то изучают. А кто-то пытается изучать, потому что очень нравится флеймовская музыка, кому-то нравятся песни сестер Бейли. Кто-то, есть пример конкретный, Павел Вишневский, живущий в городе Йошкар-Ола, выучил идиш, потому что, по его словам, очень ему понравились песни сестер Бейли, вот ему стало очень интересно, и он действительно выучил язык и свободно, не на 100%, но свободно, хорошо говорит гораздо лучше, чем большинство последователей, у которых идиш родной. То есть интерес растет, закономерности и маршруты, по которым этот интерес растет, следует еще исследовать, потому что, в общем, есть примеры нетривиальные, запросы, приходящие из городов, в общем, где я ничего такого не ожидал. Есть, то есть, например, не далее как неделю назад ко мне обратился некий человек из Пятигорска, который как-то выучил, в общем, до 4-го, я бы сказал, идиш. Почему, я еще сам не знаю, но такие люди есть. В Москве есть замечательный специалист, хорошо говорящий, пишущий на идише, в том числе стихи, начала писать Любовь Лаврова. В Биробиджане это, конечно, главный редактор Биробиджана, что Елена Салашевская, которая прекрасно знает идиш. В общем, в Питере у нас есть молодые люди, например, Ася Лейтаман, молодая девушка, которая выучила хорошо достаточно идиш и сама уже преподает. У нее есть свои ученики, которые язык изучают. В общем, я сталкиваюсь, вот, несколько раз уже сталкивался с жителями Санкт-Петербурга, которые каким-то образом, в общем, худо-бедно идиш выучили самостоятельно вне существующей инфраструктуры наших занятий, которые мы ведем. Я веду по воскресеньям уроки идиша в Зуме, бесплатные, куда приходят иногда разные люди, неожиданно, откуда-то из разных мест, которые, в общем, опять же, идиш изучают. У каждого какой-то свой вот личный интерес. То есть у кого-то это предки, у кого-то это музыка, у кого-то это желание ознакомиться с местной еврейской культурой, то есть, которая связана с Россией. А тут нужно заметить, что, в общем-то, некоторые регионы Российской Федерации являются частью исторического идишланда, то есть, если мы обратим внимание, юг Брянской области, часть Смоленской области, некоторые места Псковской области, Курской области входили
в чертовой оседлости, либо находились рядом с ней, и там были еврейские общины еще со средневековья. То есть, в общем, есть места, которые исконная часть, в общем, исконная часть Идышланда, страны Идыша, как называют ту территорию Восточной Европы, где веками евреи говорили. На идыш это тоже, конечно, привлекает краеведов, привлекает историков, привлекает людей, которым просто интересно, что же это за язык такой. Приходят ко мне часто вопросы из Беларуси, и не только от евреев, но и от белорусов, потому что вот оказывается, вот они узнают, что до войны во многих местах, во многих городах Беларуси большинство населения говорило на идыше, в еврейском. И, конечно, интересно узнать, что это за язык. Такое начинают изучать, и некоторые, в общем, достигают высокого достаточно уровня знаний. То есть, как мы видим, на этих примерах сегодня Россия занимает отнюдь не последнее место в развитии именно высокой культуры на идыше, ее сохранения, литературных переводов, художественных переводов стихов в том числе. И Россия имеет прямое отношение к исторической стране идыша, к Идышланду, причем, судя по, если смотреть по количеству проектов, которые в разных местах по разным причинам были осуществлены, ни в Польше, ни в Литве, нигде больше, в общем, такого не происходит. То есть какие-то, конечно, проекты есть. В Варшаве живет поэт, пишущий на хорошие стихи на идыше, Марек Тушевецкий, он там единственный такой. То есть, значит, в Беларуси есть один поэт, Феликс Таймович, прекрасный поэт старшего поколения. Но, в общем, как это, может кому-то может показаться парадоксальным, но в России очень много есть, в общем, проектов, которые с разных сторон появляются. Тут, конечно, следует упомянуть сайт idishculture.com, идиш-культура, который был создан по инициативе Марка Зукерберга, где, в частности, выставляются постепенно оцифрованные номера Советов Геймланд. На данный момент выставлено около 80%, то есть большинство, подавляющее большинство номеров уже можно там листать, читать. И на этом же сайте публикуются оригинальные материалы на идыше, в частности, новости о идыше, которые переводятся параллельно по-русски, по-английски, на идыше и на иврите публикуются. Самый ценный здесь ресурс, конечно, на идыше, потому что сайтов таких во всем мире мало, где идыш активно используется как язык, собственно, передачи новостей. То есть, я наверняка далеко не все еще перечислил, есть вот такие вот растущие интересы. Опять же, архивные интересы, постоянно возникают вопросы, например, от Центра Холокост в Москве, где работает Леонид Терушкин, который и ко мне, и к Любе Лавровой обращался с просьбами перевести корреспонденцию с идыша, и частная корреспонденция переводится, и, в общем, в альманахе Пушкинского дома отражения публиковали стихи на идыше, причем именно на идыше, еврейскими буквами. То есть, как бы вот и там, и сям происходит какое-то брожение у нас в стране, которое следовало бы каким-то образом координировать и понять механизмы вообще, почему и как этот интерес растет. Но растет он явно. Связан он также с интересом к истории советского еврейства. Тут как раз следует упомянуть книгу, составленную Борисом Зайчиком, Яковлев, «Мальчики, соловьи и зайчики», о его семейной истории, о его
дедушки Эммануэля Соловья, который был советским врачом и при этом талмудистом и соблюдал Тору в достаточно сложных условиях Советского Союза, где религия, мягко говоря, не приветствовалась. Другой пример подобного рода литературы — книга «Советский цадик», посвященная Рыбницкому рэбе, вышедшая недавно под редакцией нашего питерского коллеги Валерия Лешица и еще нескольких человек. Тоже, опять же, вот как бы оказывается, скрывается то, что некоторым, наверное, многим людям неизвестно, что в Советском Союзе были хасидские цадики свои. Был Рыбницкий рэбе, в Москве был Махновский рэбе, Махнивкер, как его называли на идыше. Махнивкер, нет, на идыше говорят, на его родном диалекте говорят Махнивкер. Откликался на Махновке, я помню, я туда ходил в синагогу в Черкизово. Да, значит, просто его интересно, потому что современные Махнивкер-хасиды, Махнивкер-хасиды, с которыми я сталкивался в Лондоне и в Нью-Йорке, они говорят Махнивкер. То есть это интересный момент, который... Да, большое спасибо за это замечание, интересно, потому что, может быть, в какой-то момент они ну, вообще говоря, в украинском идыше действительно Махнивкер. Это я видел. Да, это правда, но он все-таки... Я потом скажу два слова, извините, я вас... Да, это интересный момент, действительно, который вот такие вот интересные культурологические детали как раз необходимо исследовать и восстанавливать по крупицам вот эту всю историю. То есть, как шла еврейская жизнь в Черкизово, что происходило вокруг этого рэбе, кто были его последователи, сколько их было. То есть, вот эти все материалы, они требуют, вот, как бы тут масса исследований, масса тем для исследований, которые, конечно, касаются идыша, потому что говорили они на идыше. Я еще застал в 90-е годы в Москве, в Малом Минине, на Архипова, при хоральной синагоге, там, Малый Минин. В основном там были евреи, говорящие на украинском идыше. И произношение в молитвах тоже было Буль-Гату, Ашем-Алакейни. Украинское, люди там были, значит, из разных хасидских, кто-то из чернобыльских хасидов, кто-то из последователей Раби Нахмана из Братслава, то есть, в общем, всякие разные, но бытовал. Идыш, вот я это слышал в Москве, в Питере бытовал преимущественно литовский, белорусский идыш, и хасиды были местные кабальники задолго до того, как появились израильские и американские кабальники. Стали приезжать в Питере, были местные кабальники всегда. То есть, в общем, вот эта вся история по крупицам во многом забытая, во многом перепутанная, во многом как-то неправильно поданная, с ошибками. В общем, очень много, очень часто с вот этой лективой в адрес идыша, что идыш это мертвый язык или умирающий, до сих пор циркулирует, и необходимо, в общем, конечно, с этими ошибочными стереотипами как-то бороться, и мы видим, что есть люди, которые с этим борются. То есть людям становится интересно, что было на самом-то деле. Мы понимаем, что было много ужасного, много было преследований в сталинскую эпоху, и антирелигиозных всяких разных процессов против невинных людей. И тем не менее было много всего интересного. То есть был журнал «Совет Уждеймана», пожалуйста, прекрасно изданный, интересный. Газета Бербержана Штерн всегда публиковалась в Советском Союзе, даже в те времена, когда все остальное преследовалось, и закрыли все еврейские школы, а вот газета была, публиковалась на идыше, хотя там половину редакции расстреляли. А все время, то есть вот эти все парадоксы, сложности, их очень интересно исследовать, они, конечно, прямо связаны с идышем. Я вас переведу. Да,
И был еще третий источник постоянный на идыше. Это продающиеся в киосках, не во всех киосках, а в печати, а там, где продавалась периодическая печать социалистических стран, ну, например, журнал «Польский кран». Там всегда была газета, очень часто была газета еврейских коммунистов. Да, Из Израиля. да. Это тоже был живой источник на идыш. Значит, да, и мне доводилось еще видеть румынскую газету, как она называется, «Сайт-шрифт», по-моему, значит, тоже она каким-то образом, она публиковалась в Румынии, которая находилась под советским влиянием, и достать ее в Советском Союзе было можно. По каким каналам я не знаю, но мне рассказывали, что, по крайней мере, в Молдавии она каким-то образом находилась. Так что, в общем, все это очень интересно, требует исследования, и прекрасно то, что, в общем, в России с разных сторон разные люди по разным причинам каким-то вот интуитивным образом действуют, в общем, в одном направлении. В сохранении и восстановлении, реконструкции истории советского еврейства, которая очень интересна. И, конечно, эта история связана непосредственно с идышем. И, конечно, да. Правильно ли я понял, да, что вы показываете те районы, в которых живет язык идиш? Поэтому можно было бы сказать, да, что сегодняшняя его жизнь это такая очаговая, как диаспора без метрополии. Это так, это действительно так. Вопрос смотри, а где, собственно говоря, и как вообще институализируется нормативный идиш? Значит, если мы говорим о России, это именно нормативный литературный идиш. В том-то и дело, что... Нет, я имею в виду в Штатах, там, где... Штат, значит, это газета «Форвардс», где я... Но школ нету, да? Школы есть только российские на данный момент, светских не осталось. Светских не осталось ни одной. В Канаде была одна социалистическая, которая закрылась лет 20 назад. Что происходит? Есть, конечно, писатели и поэты, пишущие на литературном идыше. Это вот как раз в этот сборник я возвращаюсь, включены два, с которыми я хорошо лично знаком. Это Шолом Бергер, живущий в Балтиморе, и Гидл Шахтер Гашманат, живущий в Тинок, в городе Тинок, штат Нью-Джерси. Отдельные люди есть. Газета «Форвардс», которая, где много лет проработал, которая перешла в 2019 году полностью онлайн, практически превратилась в блог. Тем не менее, там регулярно публикуются материалы на хорошем литературном идыше. Выходит журнал раз в полгода «Афеншвелл», называется, на пороге, старый еще 40-х годов он выходит. Литературно-публицистический журнал, малоизвестный, даже среди идышистов, тем не менее такая вещь есть. То есть это точечные какие-то очаги. А радио? Радио не осталось. Радио, что интересно, в Биробиджане, в программе «Идышкайт», которая выходит по пятницам, идыш часто слышен. И это и старые записи биробиджанского радио, это и новые там, чтения на идыше. В общем, идыш там слышен на ГТРК Бюро, на телевидении. А в Америке, вот, при том, что такое огромное количество народу говорит на практике на идыше, подобного нет. Есть подкасты, как я уже сказал, российские подкасты. Вот идыш 24. Там сотни, наверное, тысячи часов можно вот это вот слушать, но это идыш делает с большим количеством американцев. Так что вот такого вот координированного, последовательного, профессионально сделанного, хорошо напечатанного нет. Извините, пожалуйста, а кто... В Израиле, кстати, есть. Этим занимаются Даниэль Галай, значит, есть там Даниэль Галай, такой человек. Печатаются, сотрудничают израильские авторы с шведским издательством «Альянский текст». Дело в том, что в Швеции идыш признан языком, одним из языков меньшинств, так же, как и цыганские, там, сами.
и какой-то местный диалект финского. Там можно получать гранты в Швеции, не парадоксально, на проект «Звездный Синишем». И, в общем, вот израильские авторы публикуют книжки чаще всего, по крайней мере, то, что я видел через вот это вот шведское издательство, либо через Даниэля Галая. Есть такой общественный деятель. Но в Израиле даже есть национальное управление по культуре идиша, которое премии ежегодно... А премии, да, премии выдают, но они не занимаются книгоиздательством. Насколько мне известно, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, а вот Форвардс, да? Да. Он сейчас продолжается в виде Блога. Сколько, кто его потребитель и сколько их сейчас? И про Биробиджан. Значит, кто его потребитель? Аудитория, несколько тысяч человек, это в частности те же самые хасиды, которым интересно почитать на идише то, что публикуют не хасиды. То есть, конечно, любопытных людей, несмотря на внешнюю замкнутость, хватает и пишут, конечно, письма. Я еще когда там работал, постоянно, в общем, приходила хасидская корреспонденция, какие-то попытки написать статью довольно часто на ужасном выдише, где там 30 слов английские. Ну, в общем, связи какие-то есть. Биробиджан то же самое, это Биробиджан Штерн, это, в общем, такой вот магнит, который притягивает читателей со всего мира, которым интересно узнать, а что же такое вот издается, публикуется в каком-то загадочном городе, загадочном названии. Ну, вот так. То есть, в общем, аудитория международная. То есть светские носители идиша тоже существуют? Конечно, существуют, но опять же... И не единично? Не единично, организованные в разные группы, зачастую вокруг музыки. Одна из популярных вообще вещей, которая объединяет светских идишистов, это клейзмерская музыка, ради которой некоторые идиш изучают очень хорошо, бывает такое тоже. Это университетские разные курсы, вокруг которых иногда возникают тусовки студенческие, которые продолжают дальше действовать, общаться и куда-то это движется, пишут стихи некоторые, то есть доходят до такого уровня. Есть организованные, более того, даже в Германии стали появляться курсы хасидского идиша. Возможно, на это повлиял сериал «Неортодоксальный», где, в общем, мне он по многим причинам не нравится, там хасидская жизнь представлена в искаженном виде, тем не менее, это вот пример выхода хасидского идиша на большой экран, который, в общем, тоже вызвал определенный интерес у европейцев к этому языку. Бывают студенты просто, которые разными языками увлекаются. Бывают люди, у которых предки говорили на идише, становится интересно, что же это за язык такой. Есть, конечно, есть. Но светские идишисты сегодня существуют в виде не очень стабильных, изолированных островков там и сям. В Биробиджане, к счастью, это поддерживается централизованно руководством области, то есть вот, телепередачи, альманах, газета, какая-то издательская деятельность, книги выходят. То есть в организованном виде это существует в Питере. Но регулярное университетское преподавание? Регулярное преподавание в университетах есть в очень многих странах. Как раз в этом плане Россия не на высоте, потому что, в общем, в России нет. Такого уровня нет. Есть на университетском уровне есть Катерина Дубровская в Питере преподает в СПбГУ, но это делается не на регулярной основе. Но, в общем, как бы вот есть преподаватель, один пример вот мне известен. Конечно, в Штатах, в Германии, в Великобритании, во Франции, в Нидерландах с этим лучше. Есть высококачественные курсы. Другое дело, что люди, которые заканчивают, они в состоянии читать, если они хорошо учили, в состоянии читать на идише, но в большинстве случаев это используется для пассивного знания языка, для исследования архивов, для там,
переводов какого-то конкретного проекта исторического. Юрий, простите, у нас за это курсы? Но курсы есть, курсы во всем мире, даже в Пекине, что меня удивило сегодня, в Пекинском университете есть курсы. Китайцы вообще из-за близости к Биробиджану. Нет, не поэтому, просто нашлась молодая девушка, которая заинтересовалась языком, а просто так, если я ее спрашиваю. Да, просто китайцы были любознательны. Юрий, а скажите, Да. пожалуйста, Как вы думаете, Да. Евсекция, когда собиралась на свои собрания, чтобы громить раввинов и прочих, она между собой не на собрании, а когда они потом шли пиво пить, они на идыше говорили? Думаю, что да, на идыше, потому что, в общем, несмотря на вот эту всю антирелигиозную политику, в общем, они говорили они на идыше. То есть я слышал от людей, предки которых у меня есть знакомые, у которого там прадед, кажется, работал в ДРМС в издательстве, говорят, что да, в общем, между собой говорили на идыше. Пытались... Хочется скорректировать хроники русской революции даже, когда, вот скажем, свергнув указания Сольцу и Юровскому по поводу определенных событий, да, вот на каком языке там? Между собой они когда общались, они ведь на идыше говорили, тоже, правильно? Скорее всего. Скорее всего, да, скорее всего. По воспоминаниям Юровский вообще по воспоминаниям плохо по-русски говорил. Да, я думаю, что да, так оно и было. Причем, в общем, опять же... Интересная страница идыша. Очень интересная, на самом деле, очень интересная, потому что Евсекция при, в общем, всей антирелигиозности нельзя эту страницу выкидывать из ашкеназской истории. Это, безусловно, наша история. То есть, точно так же, как в 1942 году СМЕРШ запрещал разговоры в латышской и литовской дивизии между командирами и солдатами на идыше, потому что они ничего не понимали. Да, то есть вот нет, мне приходили заказы как раз из центра Холокост, заказы переводов военной корреспонденции в советское время, это было то, что я видел до войны. Как раз за несколько месяцев до войны, весной 1941 года, пограничник своей маме, откуда там с маньчжурской границы, писал письма на идыше из военной части. И там говорили военной части, в советской войне просто на идыше. Скажите, пожалуйста, Юрий, а вот это такие полузабытые частности идыша очень интересны. Очень интересно, очень интересно. Причем там очень ярко это описано, он рассказывает о том, как там какие-то еврейские дембеля, как после демобилизации устроили, стали стрелять прямо в комнате там какой-то общаги по бутылкам. То есть вот такая вот какая-то бытовая история о том, как мама пыталась в военную часть привезти огромное количество тюльки, значит, тюльки, видимо, вяленой. И вот он отвечает: мама, не надо, мы тут военные люди, не надо нам тюльки твои. То есть вот такие вот детали, они очень интересные на самом деле. Как это происходило, в общем, как все это воспринималось властями, что там еврейская мама хочет целую роту накормить тюлькой. Это очень интересно, на самом деле. Вот такие вот маленькие детальки, они, если их собрать, создают определенную картину. Скажите, пожалуйста. Это мы понимаем, что люди, которые вот говорили на идыше. Да, конечно. То есть вот они переписывались на идыше. Они были, скажем так, не очень культурные, да? Да, там видно, как бы, люди очень простые, то есть язык такой очень простой, да. Да, это сейчас школа Столярского в Одессе, там два ряда мемориальных досок, да, кто там учился. Мы приводили туда разговаривающие на идыше своих талантливых детей грузчики и кочегар. Да, в общем, да. Юрий, в Питере не было идеи сделать университетскую регулярную группу сатинскую? Кто этим будет заниматься? Я могу только этим заниматься. Ну, если кто-то захочет ее организовать, конечно, можно этим заниматься. Другое дело... Я имею в виду не на регулярную группу, такой вот... То есть мы говорим о повышении, Значит, я просто не думаю, что в данный момент это сильно актуально. Это интересно, безусловно, интересно, но заниматься современным хасидским идышем имеет смысл тем, кто язык уже хорошо знает,
И в качестве бонуса вот хотят узнать, как говорят американские кассиры. Но я не думаю, что это, в общем, в приоритете. В приоритете научиться читать архивные материалы, корреспонденцию, потому что есть непочатый край везде абсолютно. В библиотеках, в архивах, в Биробиджане там просто огромнейшее количество всего сохранилось на идыше. Да и везде, в общем, и в РГБ, и в РНБ у нас в Питере. Всякое разное хранится, то, что требует, в общем, перевода. То есть вот это, конечно, должно быть приоритетом. Поэтому, конечно, было бы интересно это, но как какие дополнительные занятия. В общем, для российского еврейства это не самый актуальный вопрос на сегодня. Американская российская вещь. Хотя любопытно, конечно, очень интересно. Для лингвистов, именно для лингвистов это может быть интересно. То есть сравнить грамматику литературного идыша и проследить, что творится у хасидов. То есть, действительно ли там исчезает грамматический род под влиянием английского, или в каких-то кругах исчезает, в каких-то нет. У меня сложилось впечатление лично, что у потомков хасидских рэбби, то есть у каких-то вот таких вот людей с благородные, что называется, родословные, обычно стараются говорить на хорошем идыше. То есть это внедряется в семьях и не перемешивается английским. То есть есть определенные круги, где, в общем, язык сохраняется в хорошем качестве. И есть при этом круги вот массовые, как бы, такой вот суржик английско-еврейский, который тоже бытует. То есть с лингвистической точки зрения, конечно, это было бы интересно исследовать, именно для лингвистов. А для практиков, которые хотелось бы, чтобы научились писать сами на идыше, и тем более читать, все-таки есть другие приоритеты в данный момент, я считаю. А вот там, где живой идиш, там вообще как-то сохранились те различия, которые были между литваками и бессарабскими? Безусловно, но дело в том, что вот этот вот австро-венгерский диалект усредненный, потому что, в общем, галицы говорили немножко по-другому, и в Закарпатье чуть-чуть по-другому. Но, в общем, вот этот галицийско-закарпатский, грубо говоря, трансильванский усредненный диалект, он фактически на практике подмял под себя все остальные. Все меньше и меньше слышно в Нью-Йорке литовского идыша, даже среди тех, кто считает себя литваками, доминирует уже вот такой. Это благодаря американской эрозии? Нет, это благодаря тому, что массы народа, которые на улице говорят на идыше, говорят на таком галицийско-трансильванском и частично бессарабском, да? Бессарабский, окающий, там, за тот и молный, кодыш, кодыш, к сожалению, он очень яркий, очень такой живой, сочный диалект. На нем говорят ненулевое количество людей в Цфате, в Израиле, и кое-где, вот именно в Израиле, но в Америке он практически полностью подмят сегодня тем диалектом, который я описал. В частности, например, сам Рыбницкий рэбби говорил, конечно, на бессарабском идыше, но его последователи не умеют на таком диалекте говорить, у них галицийский или трансильванский, или закарпатский. А вот классические литвы встретишь, классические статуки, они хорошо пойдут? Сразу нет, но, в общем, если немножко привыкнуть, но за пару недель можно научиться понимать. То есть, конечно, различия довольно сильные, но нужно привыкнуть. Я, например, когда впервые услышал и активно стал разговаривать, научился разговаривать на таком венгерском идыше, это было в Бердичеве, там был американский раввин из местечка, современного местечка Нью-Сквер в штате Нью-Йорк, то есть Новая Сквира, где украинского идыша нет, напрочь нет, самых рэбби произносят по-закарпатски все, айкает. И значит, ну, я научился, так знаю, в общем, будучи привычным к литовскому, научиться за пару недель можно, но надо стараться, потому что сходу, что это такое,
их Гаих Форштай вместо Гаих Форштей, их Зубмер, Апур-Вертер, но Апур-Вертер это и на украинском, конечно, также на Дайконе, оно вначале смущает. То есть Найн, Хвайсништ, Ди Вайсништ, Вайсништ, то есть, в общем, вот это вот Хваштайрхништ, Гай, Хваштай, их Зам, то есть будет Цизан, Метавзана, Мейч, Зам, то есть вот Ай, который в других диалектах Ай превращается в длинное А, кстати, в бессарабском языке тоже. Можно, конечно, научиться, то есть огромное количество людей путешествовало уже когда-то, допустим, литваки приезжают там куда-то, в Кишинев, ну, конечно, там через какое-то время, ну, начинаешь понимать, что, в общем, просто другое произношение немножко. Вы сейчас заканчиваете? Большое спасибо. Да, вопрос. Бесконечное количество вопросов будет. Я думаю, бесконечно.